Allah Mihhail Ülke'de dostluğa da Rabbi sanatlarına bizden sonra bir ümumi sübüt Mihhail Ülke'de kuyularına onun yüreğinin kuramının kimliğe gelen kuramının ilgini bağlısın Respublika Başkanı'nın Mihhail Ülke'den gelen kuramının tasdiki fiyatının yollarını yolu sonunu evlat ileri bağlamında. Я думаю, что сегодня каждый из нас хотел бы чем-то сокровенным поделиться, будучи, я думаю, дома Михаила, потому что Николаев Центр для нас является местом развития новых идей, развития каких-то новых креативных мыслей. Не зря, наверное, Алексей Сергеевич своим указом установил, что 13 ноября ежегодно это день инноваций. Только люди, которые могут что-то новое создавать, какие-то новые мысли, какие-то новые идеи, не только их обладать, но, как Юлия Николаевна говорит, притворять в жизнь. И я думаю, что большое счастье Михаила Ефимовича заключалось в том, что он имел такую команду единомышленников. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы каждому из вас сказать эти слова искренней признательности, то, что вы в разные периоды времени были с Михаилом Ефимовичем, были членами его команды, но и творили, созидали ради благополучия не только якутян, но и всей Российской Федерации. Конечно, вот когда мы вспоминаем, как пришел Михаил Ефимович в большую политику, это не случилось каким-то единым днем, да, это случилось благодаря пройденному пути. Михаил Ефимович прошел комсомольскую школу, партийную школу, школу советской работы, будучи секретарем Якутского горкома комсомола, будучи первым секретарем Верхнеюлинского райкома партии, будучи зампредом Совета министров республики, министром сельского хозяйства, секретарем обкома партии по сельскому хозяйству. Вот эти вот рубежные должности, они его охраняли. И он из простого алмаза превратился в тот бриллиант, который мы сегодня вспоминаем вместе с вами. Ну и когда я пришел в Верховный Совет, президиум Верховного Совета, в аппарат, а это было 3 января 1990 года, была команда в основе своей созданной Юлией Николаевной. И Михаил Ефимович первым делом делал то, что он общался с представителями народа, с представителями интеллигенции, науки, образования. И он не стеснялся что-либо спрашивать, он всегда совершенствовал себя сам. И я думаю, что это очень важно, что он общался с Формом Молдовым, общался с Баланом, общался с Владимиром Петровичем Ларионовым, общался с Прокопием Дмитриевичем Осиповым, когда депутатами Верховного Совета СССР. И я думаю, что хоть и коротко, но с ним работал Николай Иванович Шарин, будучи секретарем Президиума Верховного Совета. А вы знаете, что это легендарный министр просвещения республики, человек очень обстоятельный. Вместе с Михаилом Ефимовичем работали Василий Михайлович Власов, Андрей Дмитриевич Перепин. И я думаю, что одним из главных его соратников является Климент Егорович Иванов. И вот я всегда говорю, что у нас есть республика, созданная Амосовым, Маюкским, Бараковым. И есть республика, которая была создана Михаилом Ефимовичем Николаевым. И ему в этом помогали Климент Егорович Иванов, как глава законодательной ветви власти, Дмитрий Николаевич Миронов, как первый председатель Конституционного суда республики. И в последующем, конечно же, то, что он сформировал команду, и из этой команды вышли последующие президенты Вячеслав Анатольевич, Егор Афанасьевич Борисов и ныне действующий глава республики Алексей Сергеевич Николаев. То есть тех людей, которых он находил и привлекал к работе, они росли, совершенствовались. И, конечно же, он большое внимание уделял родному Хангаласскому вузу,
Я помню, что главы УЛУСа в тот период немного напрягались, когда Михаил Ефимович к ним приезжал, но он это делал от всей души для того, чтобы район развивался, из района входили люди, которые тоже могли бы привнести что-то новое, полезное. Поэтому, находясь вот на родине Михаила Ефимовича Николаева, я хотел бы отметить, что камгаласцы – это особый род, это особый УЛУС, и начиная с Кагандархана, вот заканчивая Михаилом Ефимовичем, это те люди, которые вели свой народ, вели и делали доброе дело, были для них светом. Поэтому пусть лучезарная улыбка, вот мне сегодня Юрий Иванович очень понравилось. А то вы вечно сюда ставите фотографию 20-летнего возраста. А надо вот такого яркого, улыбчивого Михаила Ефимовича. Вы справились. Да. И вы всегда помните Михаила Ефимовича сильным, мудрым, полевым руководителем, который сделал именно прорыв. Именно Михаил Ефимович Николаев создал компанию «Волгоград». Именно Михаил Ефимович Николаев вместе с Климентом Егоровичем подарили республике новую конституцию, по которой мы живем. Именно благодаря Николаеву был подписан федеративный договор, который стал основой благополучия России как государства. Сохраним его. Именно Михаил Ефимович Николаев внес огромный вклад в разработку проекта Конституции Российской Федерации, по которой мы живем уже в этом году 30 лет. Именно Михаил Ефимович Николаев установил отношения, которые действительно соответствовали федеративному статусу нашего государства. Он подписывал договора и соглашения. И, конечно же, те соглашения, которые были подписаны в тот период, это по экономическим вопросам от 31 марта 1992 года, это по разграничению собственности от 25 ноября 1992 года. Они стали стержневыми документами, которые дали основу для того, чтобы мы могли перейти из плановой экономики на рыночные рынки более-менее успешно. Поэтому большое спасибо, Михаил Ефимович, за то, что вы были. И наша главная задача заключается в том, что те светлые идеи, мысли мы в последующем вместе с вами продолжаем. Спасибо. Спасибо.